На этих оперативных кадрах сотрудник Росгвардии рассказывает и показывает старшему следователю Дмитрию Головкину, как стал жертвой нападения со стороны беглого рецидивиста. Того объявили в розыск за разбойное нападение на пенсионера. Экипаж вневедомственной охраны остановил машину на выезде из Сыктывкара. Во время проверки документов подозреваемый пассажир схватил стража порядка за руку и приказал женщине-водителю давить на газ. Стой, говорю, руку сломаешь, ты что делаешь? Бежали на дорогу, я потом уже не успевал за машиной, а он продолжал кричать: давай, гони, гони. Я потом повис, запрыгнул, но я боялся попасть под колеса. Чуть-чуть скользко, и вот сел, у меня ноги тащились. После полученных ударов руками и ногами на большой скорости росгвардейцу чудом удалось оторваться от машины и не попасть под колеса. Его обидчика вскоре арестовали. Расследование уже подходит к завершению. Хотя пострадал коллега по правоохранительному блоку, Дмитрий отнесся к этому уголовному делу непредвзято и объективно, как того требует профессия следователя. Не все люди смогут в должность следователя отработать, потому что тут нужна стрессоустойчивость, усидчивость. С учетом большого объема работы не все выдерживают. Он работает в Следственном комитете 6-й год. За плечами 12 лет службы в налоговой полиции и наркоконтроле. Переучиваться из оперуполномоченного в следователя было сложно. Профессии хоть и похожи, но все же отличаются. Благодаря собственной самоотдаче освоился быстро. Довел до суда больше 1,5 сотен уголовных дел. Самых разных, от обычных бытовых до прогремевших на всю страну. Как, например, история с ожогами борщевиком в Пажгинском детском интернате. Сейчас в его производстве дело руководителя администрации Сыктывдинского района Олега Ложенева, заподозренного в должностных преступлениях. По телевизору показывают в сериалах в упрощенном виде все. Раз они показывают вот эту бумажную работу, работу с людьми, следователя, да, и главное нагрузку на следователя, что у следователя в работе может быть до 10, может быть больше уголовных дел одновременно. Не как в сериалах, где следователь в оперативном сопровождении занимается одним уголовным делом. Работа до позднего вечера, часто без выходных, конечно, накладывает отпечаток. Насладиться общением с родными Дмитрий может лишь во время отпуска. В последние годы его семья полюбила автопутешествия по России. Полученные эмоции и впечатления надолго заряжают позитивом, без которого в жизни никак. Эдуард Бушуев, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.